Преступление и наказание. Магазский районный суд с участием государственного обвинителя республики на днях вынес вердикт уроженцу сельского поселения Плиева за незаконное изготовление, переделку и хранение взрывного устройства. Самодельную и изготовленную кустарным образом осколочную гранату, именуемую как «Хаттапка», обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по республике Ингушетия. Судом установлено, что мужчина в декабре 2020 года по месту своему жительства в сельском поселении Плиева, осознавая преступный характер своих действий, произвел незаконную переделку и доработку кустарным образом унифицированного запала для ручных гранат и осколочных гранаты выстрела ВОК-17М. Соединив в одно целое переделанный им запал и осколочную гранату, он изготовил самодельное взрывное устройство, ручную гранату «Хаттапка», пригодную для производства взрыва. Указанное взрывное устройство он хранил до 17 марта 2021 года, то есть до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ России по республике Ингушетия под водительским сиденьем принадлежащего ему автомобиля. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии поселения. Одновременно суд ему назначил штраф в размере 110 тысяч рублей в доход государства. В вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, ведь за целый список инкриминируемых ему преступлений житель Плиева мог бы, что называется, уехать далеко и надолго. Согласно статье 223, часть 1, то есть незаконное изготовление взрывчатых веществ, а ровно незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств наказывается лишением свободы до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. За незаконное изготовление взрывчатых веществ, приобретение, хранение и сбыт правосудие может покарать лишением свободы до 11 лет. За то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 8 до 12 лет. И это не предел. Преступник рискует провести за решеткой 25 лет, если это же преступление совершено организованной группой. Статистика, кстати, в регионе неутешительная. Необходимо отметить, что за текущий период 2021 года по статье 222 прим. 1 и статье 223 прим. 1 расследовалось 14 уголовных дел данной категории. За прошедший период 2020 года, за целый год, расследовано 10 таких уголовных дел. В соответствии с примечанием к указанным статьям УК РФ, лицо, добровольно сдавшее взрывчатые вещества, равно как и устройства, указанные в этих же статьях, освобождается от уголовной ответственности. Вместе с тем, согласно постановлению правительства Республики Ингушетия от 2 апреля 2009 года под номером 110, добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов происходит с выплатой вознаграждения. Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.